إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. В глубинах тропических лесов кишит скрытая таинственная жизнь. Ступая здесь, нам следует проявлять осторожность. Некоторые животные наблюдают за нами в то время, как мы их не видим. Пауки. Существует около 40 тысяч видов пауков, которые относятся к 150 семействам. Из них только 200 видов ядовитые. Пауки — это не насекомые, они относятся к собственному классу паукообразных. Этот класс входит в отряд членистоногих. Как правило, пауки имеют 8 ног, которые помогают им легко передвигаться по своим сетям, держать свою добычу и оборачивать ее паутиной. И все это одновременно. Паук был упомянут в благородном Коране, и тот великий аят указал на величие Творца, сотворившего это маленькое создание. Пауки бывают разных размеров, в зависимости от вида и места проживания. Самых маленьких из них сложно разглядеть невооруженным глазом. Их размер меньше полмиллиметра. Другие виды среди пауков считаются гигантскими, так как их длина достигает 30 сантиметров. Такие большие пауки, в отличие от других, не охотятся на насекомых, а нуждаются в чем-то большем, чем-то, как, например, это. Мыши привыкли, что пауки едят насекомых, поэтому они не чувствуют опасности. Паук пытается ей понравиться, пока она не подходит слишком близко. После захвата жертвы паук выделяет яд, парализующий добычу, чтобы она не смогла сбежать. Затем он перетаскивает ее в нору. Этот вид пауков живет в тропических лесах на севере Южной Америки. Он живет в маленьких норах, между корнями деревьев и у подножия скал. Он хорошо умеет прятаться и охотиться. Он не плетет паутину, а своими нитями связывает и закрепляет жертву. Вес этих пауков может достигать 120 граммов. Что касается их продолжительности жизни, то она колеблется между 6 и 14 годами. Они питаются мышами, маленькими птицами, большими насекомыми и, как правило, не причиняют вред человеку. Но у них есть большие клыки, яд которых не смертелен, но достаточен для того, чтобы обжечь кожу человека. Их укусы болезненны, и боль от них может продолжаться 4 часа. Пауки играют очень важную роль в достижении баланса численности насекомых на нашей планете. Они едят насекомых больше, чем другие животные. Это делает их друзьями человека на Земле. В одном из британских исследований о численности пауков было выяснено, что в каждом доме находится не меньше 43 их особей. В сезон спаривания самец предлагает себя самкам с помощью нескольких сложных ритуалов. Пытается любым способом получить расположение самки
И не только для спаривания с ней, но и ради того, чтобы самка его не съела. Многие виды самок-пауков съедают своих партнеров после сезона спаривания, и после брачного сезона в живых остается лишь небольшое количество самцов. В мире пауков самки сильнее и живут дольше, от 2 до 25 лет. За год самки откладывают от 100 до 600 яиц. Многие из них хранят яйца в яйцевом коконе, оплетая их паутиной. Самки плетут эти коконы сами. Период вынашивания потомства может быть разным. У одних видов он продолжается 5 дней, у других – месяц, у третьих – нечто среднее между первыми и вторыми. Затем на свет появляется потомство. Паучата остаются друг с другом и обучаются вместе. Но многие из них не доживают до возраста спаривания. Их съедают хищники, стоящие выше рангом, чем они. Несмотря на то, что пауки имеют 6 или 8 глаз, они не особо полагаются на свое зрение, так как плохо видят. Большинство пауков, живущих в домах из паутины, опираются в основном на осязание. Когда паучата чувствуют, как дрожит паутина, они волнуются и реагируют на это. Что касается взрослых пауков, то они чувствуют, как дрожит жертва, запутавшаяся в их сети. Когда добыча попадает в сеть, первое, что делают пауки, перерезают нити паутины, которые связывают их с сетью, и оставляют всего одну нить, которая держит их, чтобы они смогли быстро обмотать и закрепить добычу. Когда они убедятся в том, что жертва как следует закреплена, они кусают ее, выделяя при этом парализующую жидкость. Затем они выделяют вещество, которое растворяет внутренние органы добычи и переносит ее в другое место, так как в сухом виде ее невозможно есть. Некоторые ученые пытались извлечь пользу из нитей пауков. Они захотели вывести их наружу и достать эти нити из паука. И это непростое дело. В результате они поняли, что у каждого паука есть определенное количество этого паутинного шелка. В животе у паука есть 6 специальных желез, отвечающих за выработку паутинного шелка и за выход его наружу при необходимости. Существуют и другие виды пауков. Этот вид хорошо держится и на поверхности воды, и под водой. Эти пауки забирают с собой вниз пузырьки воздуха и собирают их под водой среди листьев водяных растений, чтобы запаса воздуха было больше. Этот вид пауков проводит свою жизнь так. Размножается, питается под водой и выходит на поверхность только для того, чтобы обновить запасы воздуха и поохотиться за маленькими насекомыми. При этом сам он может подвергнуться атаке со стороны лягушек. Разве в том, что делают эти пауки, нет божественной мудрости? Поразмыслите над этим немного. Это самый известный вид пауков – черная вдова. Она считается одним из самых опасных существ на Земле. Также она известна тем, что убивает своих мужей, поедает их сразу же после спаривания. Она крайне ядовита, и в большинстве случаев всего один ее укус может привести к смерти человека. Она получила свое название из-за того, что убивает своего самца непосредственно после спаривания. Проблема в том, что она живет рядом с человеком, и много таких пауков обитают в полях и садах. Большое их количество также живет в наших жилищах, поэтому будьте осторожны и не заигрывайте с ними. Здесь, в одном узком заливе, вода кажется прозрачной и блестящей. Весь вид природы внушает радость, и атмосфера кажется спокойной. Однако жизнь под этим озером не такая уж безмятежная. Вот медуза. Но она не одна. Здесь их тысячи. Если плавать среди них, нашим глазам откроется изумительный вид.
Чем глубже мы погружаемся, тем их больше. Существует около 4000 разных видов медуз. Они отличаются друг от друга своим размером и внешним видом. Некоторые из них всего 1 сантиметр длиной, а другие огромные и достигают в длину нескольких метров. В 1870 году волны Массачусетского залива выбросили на берег медузу длиной более 30 метров. Что касается тех видов медуз, которые обитают в глубинах океана, то эти медузы имеют способность люминесценции. В целом, медузы прозрачны и мягки на ощупь. А причина этого кроется в большом количестве воды в их телах, которое составляет примерно 95% веса их тела. У медузы простое, примитивное тело. В нем нет головы, обычной пирамидальной системы. Медузы относятся к беспозвоночным, потому что у нее нет костей, нет позвоночника и даже кишечника. По большей части они едят яйца и личинки рыб. Также питаются морским зоопланктоном. Обычно их много летом из-за обилия пищи. Также медузы считаются пищей для некоторых других животных, таких как морские черепахи и определенные виды рыб. Процесс размножения у самок довольно необычный. Половые железы располагаются в изогнутой полости. Процесс оплодотворения внутренний. Семя попадает внутрь полости, и оплодотворенная яйцеклетка растет в морской воде, или же самка держит ее в одной из складок ротовых рук. В начале развития ее детеныши бывают похожи на маленькие диски, до тех пор, пока не вырастают и не принимают форму колокола или зонтика. И понемногу у нее появляются щупальца. Репродуктивный возраст у медуз начинается на ранней стадии их жизни, и размножаться они продолжают в течение всей своей жизни. В дополнение к своему чрезмерному плодородию, медузы производят на свет миллионы яиц. Их нельзя назвать вымирающим видом. Наоборот, опасение может вызвать их постоянно растущее число. Ученые определили, что продолжительное увеличение их численности обусловлено вполне конкретными причинами. Из-за нашей жестокой охоты снизилось количество морских черепах, которые охотились на медуз. Кроме того, их стало больше из-за повышения температуры и солености морской воды. Это два важных фактора, способствующих увеличению их популяции. Теперь их огромное количество может мешать ловле рыбы. И есть другие более важные негативные последствия. Некоторые виды медуз очень ядовиты, и их ожоги смертельны. Они могут стать причиной смерти многих людей. Медузы питаются через ротовое отверстие, окруженное ротовыми лопастями. Их покрывают стрекательные клетки с нитями, которые парализуют жертву. Эти щупальца распространяются через 4 кишечных кармана, которые в конце приводят в основную полость и могут полностью окружить добычу. Существуют разные виды медуз, в зависимости от глубины обитания. Некоторые из них живут недалеко от берега, и можно увидеть, как они плавают, и волны бросают их. Другие живут на глубине до 3000 метров. На этих берегах мы обнаружили другой вид медуз. Они называются португальский кораблик. Очень странное название. Португальский кораблик – это один из видов медуз. Часть их тела заполнена газом, благодаря которому они могут держаться на поверхности воды. Газ, находящийся внутри их тела, представляет собой смесь атмосферного воздуха, обогащенного угарным газом. Это натуральный газ. Обычно эти медузы путешествуют группами в количестве 1000 особей и больше. Волны выкидывают их на берег, и так как их много, они заполняют собой всю береговую линию. От их болезненных ожогов на берегах Австралии пострадали десятки тысяч человек. Если не лечить ожог этой медузы, через несколько дней человек может умереть. Размер пузыря с газом составляет 10-13 сантиметров.
На самом деле, этот вид медуз не может плавать самостоятельно, и перемещаться в воде ему помогают ветры и волны. Также он может управлять размером своего пузыря, сжимая его и раздувая, и это помогает ему плавать в море. Мы переместились в Средиземноморье. Здесь обитает одна птица. Она живет здесь в течение 1000 лет, и большинство легенд и преданий рассказывают именно о ней. Все мы знаем эту птицу. Удод. Удод упоминается в благородном Коране, но мы многого о нем не знаем. Эта птица хранит в себе удивительный секрет. Она может находить воду и обнаруживать местонахождение воды, даже если она скрыта под землей. Удода сложно встретить, несмотря на его широкое распространение в арабском мире, потому что большую часть своего времени он проводит в лугах и полях. Он ест травы на открытых степях и любит есть насекомых, червяков и их мягкие личинки, которые он подбирает с земли с помощью своего длинного клюва. Наличие удода на какой-то территории можно определить, даже не видя его. У него очень характерный голос. Обычно он щебечет каждое утро, оповещая всех, что это его территория. Говорят, что когда он чувствует воду под землей, он хлопает своими крыльями и поет. Удод задерживает дыхание и выпускает воздух через узкие отверстия в своем клюве. Он питается маленькими животными, такими как ящерицы. Он может питаться один или вместе со своей женой в период воспитания птенцов, особенно в весенний и летний сезон. В остальное время он может питаться в коллективе. Длина удода составляет 25-30 сантиметров. На голове у него есть характерный гребень. Он светло-коричневого цвета, а по бокам украшается черными и белыми перьями. Эта красивая птица живет в дуплах деревьев или узких отверстиях в скалах, и даже в старых зданиях. Когда удод достигает половой зрелости, его вес составляет от 40 до 90 граммов, и он очень искусно и ловко летает. Размах его крыльев от 40 до 50 сантиметров. Удод моногамен. Он выбирает себе одну спутницу на всю жизнь. Самка удода откладывает от 5 до 10 яиц за год. Самка высиживает птенцов, и в течение всего этого периода, от 15 до 18 дней, самец кормит самку. Птенцы появляются на свет покрытыми тонким пушком. И мать, и отец занимаются кормлением птенцов, пока они не покинут гнездо, всего через 30 дней. Удод обладает удивительной способностью защищать свой дом и потомство. Он может отгонять от своего гнезда и птенцов любого вредителя или хищника, обрызгав его черной маслянистой жидкостью, выделяемой из копчиковой железы у основания хвоста. Эта жидкость имеет резкий неприятный запах и может отогнать любого непрошенного гостя. Эта удивительная способность также есть у птенцов удода. Дети могут брызгать этой жидкостью, если почувствуют опасность, когда родители будут отсутствовать. Исследователи Дэвид и Сандра из биологического факультета при университете Нью-Мексико доказали, что удод – это птица, которая любит помогать. Удоды готовы добровольно заботиться о других гнездах и птенцах представителей своего вида.
Эту заботу Удод выполняет безвозмездно, что доказывает несостоятельность давнего убеждения о том, что птицы враждебны друг другу. Удод путешествует по полям и степям в поисках еды для себя. Его питание разнообразно и включает в себя таких насекомых, как муравьи, клопы, тараканы и жуки. Несмотря на то, что он иногда хватает некоторые виды маленьких пресмыкающихся и лягушек, некоторые растительные продукты, семена, тутовник и то из них, что упало на землю. Возможно, Удод покажется милой и доброй птицей, но он может защищать свою личную территорию. Также он способен преодолевать большие расстояния и подниматься далеко ввысь. Его присутствие было зафиксировано на уровне Гималайских гор, на высоте более 6000 метров над уровнем моря. Возможно, многие живые организмы не выживут в столь бесплодной среде. Обширная земля, огромные расстояния. Сложно встретиться здесь с живым существом. Но мы смогли найти здесь нечто меньшее. Навозный жук. Это насекомое с легкостью свертывает в форме шара животный навоз и катит его к себе домой. Зачем она это делает? Просто потому, что она этим питается. Оно может нести вес, который превышает его собственный в десятки раз, и перетаскивать эти шары на далекое расстояние. Это насекомое помогает сохранять природу и обновлять ее, закапывая шары навоза в землю. Представьте себе, некоторые развивающиеся страны закупают себе разные виды таких жуков и для сохранности окружающей среды помещают их на территории сельского хозяйства или животноводства. В большинстве случаев самец и самка этого жука вместе переносят эти навозные шары. Каждый из них помогает друг другу в этом тяжелом труде. Не думайте, что они слабы. Один такой жук за день может перенести навоз, который в 1100 раз превышает его собственный вес. И если провести аналогию с человеком, толкание этого шара подобно толканию человеком целого грузовика, заполненного продовольствием. Большинство навозных жуков ориентируются на обоняние, чтобы найти экскременты животных. Несмотря на то, какую услугу они оказывают природе, у них есть плохая привычка. Некоторые жуки крадут друг у друга навозные шары. Поэтому они стараются побыстрее их собрать и добраться до своего убежища. Но некоторые ученые, изучающие насекомых, сняли с них это обвинение и объяснили, что они не крадут шары, а помогают друг другу. Мы не знаем, и нам важно то, что этот внушенный им инстинкт помогает сохранить окружающую среду.